Здесь в мае бывают грозы? Бывает. Э, Не было в этом году. да, в этом году что-то не было, а вот сейчас А вот сейчас именно всё. июль прям дождливый вообще мощно, короче. Но в последние 5 дней, однако, одни дожди льют. Но с другой стороны, уровень Вислы же упал. Причем, да, говорит, Э, Висла обмелела, блядь, на 15 В каком-то месте там 15 сантиметров всего Висла была. Ну, это же по всему миру такая ситуация. Там эти ледники сходят, вечная мерзлота тоже уходит. Вот у нас в Бурятии экологическая катастрофа там, короче, и Равнинские озера повысыхали. Я говорю, ну, конечно, там, потому что климат поменялся, стало тепло, а они подпитывались не за счет, даже не за счет вот этих подземных вод, так скажем, а из-за того, что вечная мерзлота подтаивала, короче, и они там скапливались в этих озерах. Ну и из-за этого Уда обмелела речка такая. Ну и А Улан-Удэ как переводится? Красная Уда, Красная река, можно так перевести. Ну, это революционное название, короче. Улан-Удэ значит красный? Да. Ну, как Улан-Батор, короче. Красный богатырь, типа, короче. Назван в честь Сухы-Батора. Ну, потом, правда, там еще один городишко Маймачен, по-моему, он называется, короче. Китайско-манчжурское городишко было, его переименовали в Сухы-Батор, короче. Ну, это период этого, революционных этих. Но мы его, конечно, переименуем. Улан-Удэ переименуем Улан-Зуртан, короче, понял, в честь меня. Был же Нур-Султан, который был Астаной, а потом стал... Да, Нур-Султаном, а потом снова его в Астану поменяли, короче. А вот мы Улан-Удэ переименуем в Улан-Зуртан, короче. Так, дорогие друзья. Ну и вот там какой-то бот какой-то залетел. Сейчас мы его ликвидируем, бота. Что там у тебя? Что ругаешься? Второй день такой состояние. Ну, расскажи, что там, что в Россиюшке, что там в твоих этих, как его, что там в твоих Я этих... разговариваю в Краснодарском крае, блядь, 50 градусов тепла. Заебись. Ясно. А для этого что как? Для всяких культур там зерновых, там всякая семечка, там что там выращивается. Как с поливом-то, с водичкой-то как? Нормально с водичкой. Грушник мне. У Сереги есть ГРУшник, приятель. И он мне, значит, показывает, он пошел на рынок там купить продуктов. Столько картошки. Картошка была больше 100 рублей, сейчас 50 рублей. Ну, 50 рублей все равно дорого. Ты что, это по польским это 2,5 злотых. Это я не знаю. Нет, вот здесь она, однако, стоит дешевле даже. Здесь ну, то есть в магазине. Ну, от 1,5. Я вот покупал недавно со скидкой в Лидле, по-моему, злотой 29. Молодая картоха стоила, короче. Ну, она, правда, такая мелковатая была, короче. Но на самом деле, кто знает тему, тут говорит, что мелковатая, это наоборот лучше, чем вот эта огромная, крупная. Дело в том, что там она от 50 рублей и до 80. Ну, подешевело. Угу. Помидоры дешевые, огурцы дешевые. Ну, это потому что сезон, Серега. Ну, я понимаю все это. Ну. Но дело в том, что это плохо влияет на людей. Они говорят, вот видите, ну похуй, что война. У нас все есть и все дешево. Здесь баклажаны 10 злотых, а в Краснодаре баклажаны, сейчас я скажу, вот считаю, по 40 рублей, мне пока 40-50 рублей. Ну, это короче, 2 злотых. Это баклажаны, я не знаю, местные или привезенные из Грузии, или значит, привезенные там с Азербайджана, но сейчас же тема такая, короче, что там, слышал же, типа изъяли там сколько-то 100 тонн или 18 килограммов нектаринов, короче, с Азербайджана. Ну, какую-то партию, типа, забраковали, короче, типа, Роспотребнадзор. А Азербайджан вместо того, чтобы, ну, как бы, там же, как обычно, значит, типа, Роспотребнадзор там заблокировал, там, на основании того, что там какая-нибудь мушка, хренушка, там, я не знаю, там еще какая-нибудь чушь, короче, да, выявили они там какое-то превышение какой-нибудь ерунды, там, сальмонеллы, там, я не знаю, там.
еще какой-нибудь чуши, короче, да? Ну, понял. Потом отчитались, что партию уничтожили. Тогда Азербайджан заявил, что он вообще сейчас перестает экспортировать продукты питания в Рашку. И эти все понял сразу, а чем кормить плебс? Плебс чем кормить, понимаешь? То есть там же за счет чего цена низкая это еще удается содержать? Из-за того, что импорт дешевый. Понимаешь? Ну, есть такие страны, в которых, например, существует проблема. Знаешь, вот это же совка нерешенная проблема, банально. В совке не было абсолютно от слова совсем понятия промышленной консервации. Вот все те предприятия, которые были поставлены в Рашку, в Советский Союз, вот все, что производили эти советские консервы, это же все американские технологии 30-х годов, короче. Они, может быть, даже еще пораньше, годов 10-х, скажем. Понял? Ну, вот эти 910-е там и так далее, там вот эти предприятия в 30 ввели в период Великой депрессии в США там обанкротились и так далее. Тут, ну, ход посообразительный был, все это старое оборудование они демонтировали, пескоструйчиком почистили, короче, покрасили, как будто бы новое, и в Советский Союз за золото отправили. И я вот прочитал недавно воспоминания, такую книгу «Черные против красных». Роберт Робинсон был такой известный. Значит, его везде в советской литературе везде описали негр Роберт Робинсон, короче, там, типа, депутатом Моссовета был, короче, и занимался, значит, станками на сначала Сталинградском тракторном заводе, а потом он продлил контракт, короче, ну, был иностранный рабочий. Ну и за счет чего выжил? За счет того, что, во-первых, негр был, а во-вторых, против него в 30-м году было расистское нападение американцев, и его по всему Советскому Союзу прославили, короче. Ну, что он подвергся, там, значит, в Советском Союзе, ах, эти коварные там американские расисты там и так далее. И он потом, значит, его поэтому, скорее всего, и не трогали. С другой стороны, он говорит о том, что были менее, так скажем, он был еще полезный, потому что у него высокая квалификация как работяги была. То есть, ты представляешь, в совке вот этой в Российской империи, как это пропаганда, все, путиловские заводы там, особенно в Бурятии, там по ушам катаются, короче, я вот в таком районе же железнодорожном жил. А там в свое время, короче, ну, в планах наших революционеров, бурят, Ирбанова, Дончинова, всех прочих, было, что мы сейчас бурят, и, значит, из феодального состояния сразу в социализм переведем, короче, через заводы. Предполагалось, что вот этот завод, это будет кузница кадров будущего бурятского пролетариата. Но русские нацисты, которые окопались, так скажем, они сказали, нет. Мы все вот это отребье со всех этих заводов, со всех этих, значит, околотков они вычистили. Даже цыган, ты представляешь, привезли в Бурятию. Там несколько тысяч цыган, ты представляешь, сделали с них на этом заводе столярный цех. Понимаешь? Чтобы вот не дать бурятам, короче, ты понимаешь, попасть на эти заводы, короче. То есть даже цыган, ты представляешь, привезли, короче, и там до сих пор вот эти менты всякие, они знают, что цыгане там потом, ну, поскольку они столярными этими делами занимались, они выстроили на отдалении вот этого железнодорожного района, ну, домишки, короче, себе там какие-то поселочки, короче, сделали, там перемешались тоже с этим пролетариатом, там они такие не совсем цыгане уже, а такие, знаешь, по типу оседлых, но они помнят о своем происхождении, в отличие от бурят-манкуртошек, которые там через 2-3 поколения уже там пяткой себя в грудь колотят, что они русские там и так далее. Ну, ты знаешь, это, я помню дикость, короче, я там встречался с такими персонажами, их там несколько таких было бурятошек, так скажем, которые это... Я русский, говорит. Ну, я понимаю, где-то в совке, там вот это я по малолетке там с этими, со всякими метисами пересекался и так далее. Да не поэтому, это не буряты хотели, они все подверглись, значит, репрессиям за панмонголизм, короче. И вот в это предприятие, которое советские создавались на территории, значит, Республики Бурятия, туда
засылали Кому специально попало, да. колонизаторы. Вот это вот все отребье, троечники все эти, бездельники. И это не дало возможность бурятам вот зацепить вот этот промышленный, ну как на предприятиях сидишь, там работаешь, короче, Да я там тебя же понял, промышленный сектор не дали. промышленный сектор не дали, короче, понимаешь. Сейчас бы бурят точно так же, как татар или башкир бы было под миллион там или, может быть, выше. Потому что это же, они же спонсировались хорошо в советское время, то есть там и обеспечивались питанием и все прочее. Ну что, сидишь на заводе, работаешь смену, отпахал там 8 часов или 10 или 12 Конечно, часов и так далее. Ну, для кого? Для людей, которые в этой теме, это легкая работа, нежели там где-то в колхозах сидеть и все ну прочее, да, короче. слушай. Понимаешь? Еще учитывая то, что там много историй таких, когда как его, внук работал, блядь, на сеялке или сенокосилке еще деда, Деда, блядь. которого раскулачили, ты понимаешь, там в 50-е, 60-е, 70-е годы, короче. Ну, такая система была. И вот эти вот цыгане, ну, я почему тему эту затрагиваю, в 90-е годы я не понимал, почему такое обилие просто героиновых наркоманов вот в этих, как его, в наших этих, там, прям вот так стояли, короче, там, один даже я этого повешенного видел, там, на Октябрьской 5. Ну, видимо, дозу искал, там, не мог найти, у него там закидоны были, взял, повесился, короче, там, мы шпаной там этот труп обнаружили, там, не помню, там этот Засыха, по-моему, обнаружил, что ли. Ну, в общем, кто-то вот из этих парней, короче, обнаружил труп это, мы туда заходим, а он там висит, у него там язык, короче, посинел уже, естественно. Ну, такая картина молодой, ну, я так краем глаза, это, ну, и там все убежали, короче. Ну, в общем, и этих наркоманов было много, а потом-то выходит, что это те вот цыгане, которых привезли, у них связи еще остались, Вась-Вась, короче, и через них, оказывается, и распространялся героин вот этот из Африки. И из Афганистана, который везли. Да, с И Афганистана. вот этот вот нацизм, который в Бурятии, антибурятский, бурятофобия, он системный. И, конечно, буряты ничего не могут там сделать. Понимаешь? И когда там вот эти в Украине там вопросы, что там буряты, они же даже не представляют сколько. Они считают, что бурят там 10-15 миллионов сидит. И мы там, значит, могли бы вот так всю эту массу выбросить, короче. Ну а почему такое впечатление? Ну потому что хорошо воюют буряты, как оказалось. И Ванюшки, Ванюшечки и Степашечки, они сейчас вот занимаются тем, что как раз вот этих, которые 2-3 года воевали, я извиняюсь, сейчас я отключу звук, чтобы уведомления не приходили. И сейчас прям гляжу вот эти медиазона, там различные эти некрологи, буряты одни идут. Если раньше это был метисованный элемент, какие-то опустившиеся людишки, значит, это был просто вот восточноазиатский элемент, в основном там ивенки, значит, еще представляете, а то сейчас прям я гляжу, одни буряты. Ну, прям натуральные, породные, короче. Понятно, что часть бурят, она руки в ноги и свалила. Именно те буряты, на которых я рассчитываю, так скажем. Да, то есть у которых семейные ценности, потому что, знаешь, если у бурят не соблюдаются семейные ценности, вот они, скорее всего, где-нибудь там на СВО, еще там где-то там и так далее, у которых вот эти всякие зависимости, например, там, от игромания, например, ну, еще какие-то зависимости, алкоголизм, наркомания, там, еще что-то в этом роде, да? То есть они там, на СВО, потому что это самый легкий способ заработать деньги, заработать дозу, там, если даже в этом отношении Путин, он гарантирует выплаты, там, и все прочее, 5-10. И там даже сейчас такой образ создали, что вот буряты гибнут не за деньги, типа, мол. Ну так, что мы за родину, типа, там воюем, короче, За понимаешь? Россию. Да, а дело в том, что вот там же русские-то, они же не стесняются говорить, вот сейчас нашумевшее высказывание этого, значит, какого-то забушлаченного уже персонажа, который говорил, что вот непосредственно руководство работает как, руководство какой-то части работает как конвейер по утилизации
И мобилизованных, и контрактников, и вообще всех. То есть вот эта часть фактически существует, и офицерье там поставило на поток уничтожения тех, кто туда поступает. А я говорю, а что, бля, Великую Отечественную войну не так разве воевали? Вот этот фильм «Враг у ворот» есть. Я помню, как его сильно Да там, все и пришло. И как сейчас его там есть. сильно критиковали, что там эти мясные штурмы показаны, типа там советские войны типа так не воевали. А если ПДЖ воспоминания, вам возьми, ты что? если воспоминания вот этих почитать, которые всякие гвардейцы и части там и так далее, там так и будет, короче, но они не особо популярны. Понимаешь, там, то есть одно дело пропагандистские всякие фильмы там и так далее, где умный там маршал Жуков наступал, другое дело вот это солдатская правда сермяжная, как говорится, Кстати, да? Жуков был первый мясник. Ну так, а эта тактика единственная, и собственно вот на Астафьева, если интервью посмотреть, он же там говорит, что немцы во всех отношениях воевали лучше, по всем фронтам. Они охуевали от русских. Ну, а он говорит, а разве можно было таких победить? Да, оказалось, можно большой крови. И сейчас то же самое происходит. И это знает, в принципе, украинские стратегии и так далее. Не Потому знаю. что И главное, что это Путин знает и это делает. и делает он и еще и по каким причинам? По причинам того, что им нужно уничтожить вот эту революционную массу не нашедших себя людей, понимаешь? Потенциально. Потенциально, которые там могли бы Лешку Навального там поддержать, Ну да. всяких вот этих хороших русских Я там и согласен. так далее, понимаешь? Ну или не поддержать, но все равно это масса социально близкая, так скажем, которая еще вот помнит, как грабь награбленное, там все прочее, короче. А современное поколение, оно вырастает. И, кстати, как ты относишься к тому, что 1 миллион индусов решили завести? Беларусь там решили завести 500 тысяч пакистанцев. Ну, так уже завозят. И чё? И ничего, типа русские на войну, а индусы будут замещать на полях Но- и на заводах русских. Э, А отношусь я к этому как? Я отношусь к этому плохо, потому что это как раз, вот как ты сказал перед этим, что это полностью исключает всю революционность. Все, Мгм. индусы же не будут революционеры. Ну, конечно. А Это те- то же самое, как... А те, кто революционеры, те все вот я извиняюсь, у меня много зрителей тоже с Центральной Азии, но, например, ну, банально, вот те, которые даже пострадали, вот мы с Умаром тоже по этому поводу разговаривали, один эфир, и он говорит, что, как ни странно, центральноазиатские республики, те власти, вот эти поставленные КГБшные, значит, вот эти все, бонзы, генералы, так называемые, вот эти всякие, Рахмон там, вот эти все прочие, да, они там установили борьбу с исламом, с салафизмом, с ваххабизмом, с чистыми течениями ислама. И как ни удивительно, я говорю, а что тогда лезут, ну вот зачем едут вот в эту Россию, когда есть другие страны, там исламского мира, есть там Где можно Соединенные Штаты, там другие, да. А оказалось, что вот едут по той простой причине, что в России, куда едут на заработки и так далее, там вообще в принципе не занимаются, давления нет на ислам как Ну, религия похер. такого, которое есть вот в этих центральноазиатских республиках. И при этом, если с ними со всеми поговорить, с таджиками, там, с узбеками там, и так далее, они все Путина уважают, короче. Ну, потому что там сильная рука, 5-я, 10-я, там, это, в их там представлениях патриархальных таких, значит, что это вот, ну, представитель, значит, мужественности, там, 5-я, 10-я и так далее. Хотя это, ну, такой же не менее опасный тиран, которых они видели в Центральной Азии, короче, например. Но есть, видишь, опасность того, что вдруг внезапно в какой-то момент те центральные азиаты, которые живут в России, я вот продвигаю уже этот тезис, и на Фейсбуке даже написал, и вот эти всякие твои революционеры как раз со съезда там что-то скептические. Зуртан, мол, шутит. Зачем казахам, узбекам и таджикам, значит, объединяться с кавказцами и сделать новый проект «Золотая Орда-2», короче. А я говорю, а что мешает? Объединиться, захватить Москву, поставить Адама Кадырова, значит, лидером, ханом объявить Золотой Орды и заставить Тамбов, Смоленск и все прочие регионы платить дань. Ну, Ивана Калиту нового создать, короче, фактически в виде Адама Кадырова. Адам
Я не знаю, как Калита будет по-чеченски, короче. Ну, в общем, это новый такой строй установить. И, в принципе, все есть. Язык будет русский. Культура тоже русская, правда. Немножко конвертнется в ислам, станет престижно быть, изучать Коран. Кстати, иметь там 4 жены. Русские, например, женщины, они тоже, я более чем уверен, будут за то, чтобы ну, сильная рука была в семье там и так далее, чтобы вот эти степашки повымирали. Ну, понимаешь, там, кровь, как это, у нас там эти распутные бурятские женщины говорят, это обновляет кровь, там, типа, короче, понимаешь. Там в некоторых регионах они же там все, вот, понимаешь, Тверь там или еще где-то, они все на одно лицо, короче. Ну, все родня друг на дружке вот так. Туда 20 тысяч, 30 тысяч казахов, там, узбеков и так далее. И нормально. Красивые дети получатся, девки красивые. Наконец-то вот эти болота заполнятся, короче, откуда там русские все в Москву сбежали, короче. Не получится. А что не получится? Не, Кавказ не будет никогда с азиатами. Я имею... А что это не будет? Не, Азербайджан еще как-то может быть с узбеками. Сейчас же хорошие русские. О, сейчас вот будет конфликт, сейчас вот холодильничек перекроет, овощи, фрукты там, короче. Конечно. Я говорю, ну будет Ваня сидеть на картошке еще за 100 рублей. А зарплата-то у них же там поднялась, Именно короче. Сейчас мне говорят, что не, зарплата 100 уже тысяч падает. вообще легкую можно где-то в Москве там получить, короче, В на Москве, какой-то да. совершенно примитивной работе такой, совершенно столопской. В Москве и платят 100 тысяч. Ну, Ну там и жилье стоит 100 тысяч. Ну, в общем, я хочу сказать, что громче говори. я думаю, навряд ли согласятся кавказские мусульмане, я исключаю Азербайджан, объединяться с этими, с туркменами, с таджиками. Хорошая идея. А что ты, какие планы видишь? Придут хорошие русские, съезд народных депутатов, Не придут никакие... установят диктатуру. Да, диктатура уже в России сейчас. Еще, ну, демократическую диктатуру Не, установят. Я потому что считаю, что диктатура, она все, то есть на переходный период должна быть диктатура. Никаких там лево-право, там пятое, десятое и так далее. Ну вот сейчас как раз никаких лево-право, сейчас просто диктатура. Ну, естественно, Путин к этому 30 лет шел, Да. благодаря русскому народу, который за него голосовал. Все, и поэтому так и будет. Нет, русских же видишь, как сейчас в России, по крайней мере, сейчас же видишь, как относятся к азиатам, к центральноазиатским народам. Ты видишь, как их прессуют. Поэтому они лучше сюда приедут, в Польшу, чем создавать что-то там в России, на болотах. Ну да, кстати, сейчас для тех, кто не знает, вот мои зрители, здесь, кстати, очень сильно увеличилась диаспора узбекская. Здесь, да. Одновременно увеличилась таджикская диаспора. Таджикскую Причем за таджикскую год видел. не просто кратно даже, может быть, дважды даже, в 10, точнее, не на порядок даже, а на 2 порядка, Я в с 20 раз узбеками общаюсь увеличилась. почти каждый день. Ну, что говорят? Серьезно. Ничего, один узбек приехал, там где я живу, у нас там есть магазин Бедронка, я зашел, смотри, пацан, я говорю, ты узбек? Он, да, я узбек. И я Ну. говорю, тоже с Ташкента. Я говорю, ну и что, много раз здесь? Он говорит, вся Бедронка, вот там 2 Бедронки, обе полностью узбекские. Даже Не, ну там- украинцев вытесняют. Там дело, не, ну потому что понятно по каким причинам, то есть просто здесь я могу сказать так, что здесь организуются фирмы, то есть ты не, раньше мог как прийти просто, ну как по-польски, так скажем, в магазин, нужен там вам работник? Они говорят, да, нужен, короче. Приходишь, там какие-то документы заполняешь и прочее. Сейчас в эту бедронку несчастную устроиться через фирму можно только. То есть фирма Только, я сам работаю, персональная, которая занимается персоналом, короче. И, да. естественно, Или они рекрутеры. работают, ну, якобы там это рекрутинг, там, так далее. Да. На самом деле это такая хитрая система, короче, когда ты работаешь не на сам магазин, а работаешь на фирму, которая занимается персоналом, короче. А они там, ну, страшные мошенники, короче, и здесь вот это такая, ну, серая зона.
И, в общем-то, я над этим подумываю, над тем, чтобы здесь надо все-таки в Польше со всякими левыми, и в том числе правыми организациями на этот счет вот этот весь, так скажем, рабовладельческий, так скажем, вот этот вот механизм, короче, здесь разрушить, потому что это Европа. И извините, когда вы работаете на конторку, которая в принципе ведет себя с этими работниками как с рабами, как панчизна здесь, как будто крепостное право, понимаешь? И в этом отношении, конечно, если фирмой владеет натурализованный здесь узбек, то, конечно, он будет своих по полной выжимать, короче. И с другой стороны, уровень зарплаты, даже минимальный здесь, он примерно соответствует уровню зарплаты московскому. Но когда ты каждый день там в Москве сталкиваешься с поборами, там живешь в ужасных условиях, абсолютно отсутствует цивилизованная европейская среда, то, конечно, человек, попадающий сюда, вот, ну, братья узбеки, там, братья казахи, они могут подтвердить, что здесь, ну, не знаю, то есть столкнуться с каким-то проявлением сейчас, здесь, в Варшаве, какого-то расизма или ксенофобии очень сложно. Хотя, конечно, там бывают такие от пьяных персонажей, особо недалеких, но если что-то такое случается, то здесь очень все хорошо работает. Единственное, что боятся эти подавать заявления. Вот, например, недавно в субботу или в воскресенье был случай, там, значит, ну, какой-то африканец шел, значит, с полькой, видимо, или, может быть, с украинкой, что вероятнее, может быть, даже с украинкой шел. И какой-то на него, значит, напал на их пару какой-то представитель. Ну, поляки вмешались, цивилизованные поляки, которые прогуливались, этого персонажа задержали троем. Но тот настолько был агрессивный, что вот эти трое получили там какие-то увечья. Один даже бутылкой стеклянной по голове, ну, досталось там и так далее. Но они говорят, что передали этого персонажа в полицию, но, к сожалению, вот расистское нападение, оно, скорее всего, не появится в деле этого, потому что африканец с этой девицей убежали, короче. И вот в этом проблема, в том, что мигранты из Украины, из других стран, например, они почему-то боятся подавать заявления здесь, как-то с органами правопорядка контактировать там и так далее. Понимаешь, это как-то очень странно. Хотя тут все нормально работает. Даже если у тебя нелегальный статус, полиция это не интересует. Да, она чисто уголовным делом занимается. Сам факт нападения есть, и поэтому поляки своей репутацией дорожат, потому что потом он никуда не устроится на работу. Так. Что еще там, помимо того, что там сегодня горит Красноярский край, Краснодарский край? Не, ничего не горит, там нормально. Я даже несколько был удивлен немножко, что там настолько хорошо, настолько они там все себя чувствуют хорошо. Офигеть. Ну, сейчас новости появляются, что там что-то рынок просел, акции ММВБ. В России? Ну. Нет, так это я на это не смотрел. Рынок сейчас, ты что, инфляция такая? Денег нет. Конечно, там все сейчас просят. Абсолютно все просят. Так самое это интересно, что раз денег нет, а сейчас, накопление 53 триллиона рублишек. Так сейчас будут все эти деньги изымать? Я думаю, в красивой форме русских кинут. Это раз. Не, а я с другой стороны тоже думаю, вот что за манера, короче, да, вот я смотрю эти, ну, всякие, всякие мошенники, эти, у частных лиц-то есть деньги, из Бурятии регулярно вытягивают, за прошлый год почти 200 или 300 миллионов у каких-то пенсионеров вытянули. Я говорю, откуда у этих пенсионеров столько денег, друзья мои? С другой стороны, ты пойми, да, они накопили, не хватает, может, хотели квартиру купить, может, еще что-то. А некоторые, ну, просто, как знаешь, по советской традиции, там, в кубышку что-то складывали. И они не могут одновременно жилье какое-то купить, да, инвестировать деньги в этот, короче, ну, потому что не дают их, да. И срок уже вышел, они старые, после 60 лет никаких кредитов они не могут получить. И, конечно, вот он сидит и надеется, что эти деньги не сгорят, а они возьмут и сгорят в определенный момент. Ну. С банком со своим. Так вот они мне как раз кредит предлагают. Сколько? 500 тысяч. Но это они специально делают, потому что хитрость кредитной линии это в чем? Нет, в том, что они эти 500... Всего
под 16%. Это, Не, а ставка рефинансирования Они- ЦБРФ какая? они- 20? да. Они не врут, но я думаю, ну они так заманивают чисто. Не, там и есть, там же Денег нет какая-то, совсем. там же есть какая-то хитрость с этими кредитными, вот кредитную карту там тебе дают, допустим, да, на 500 тысяч, короче. И это же тоже твой счет как бы считается. Да. Но хитрость вот этих кредитных карт, она в чем? В том, что банк вот таким способом, он повышает, как будто бы он говорит, что, а посмотрите, а у меня вклады выросли вот на 500 тысяч на твоих, а это их кредит, короче. То есть Да. они таким образом хитрят, Да, короче. да, да. Я, конечно, не И таким образом могут получить еще дополнительные бабки, напечатанные от ЦБРФ, Да. короче. И, конечно, это раздувает инфляцию. А с другой стороны, вот у меня активистка одна знакомая была, ну, которая и сидела там и все прочее. И вот она как-то спокойно так вот оформляла эти бабки там, Так нет. кредитные сколько- карты, на них жила, короче, кредиты не платила. Да, Я дело говорю, а в том, как это что так? люди, Ну, что как делают это в так? России? Жить Люди в и... России берут кредиты. Так они в их не нескольких гасят банках большей и частью. сюда уезжают. Они же не гасят. Но это раньше так было. В Нет, Америке сейчас брали, я Сейчас знаю. будет. Брали там у кого фирмы там и так далее, по всякому там обналичивали там и так далее. Уезжали. Да, брали бабки, уезжали в этот, как его, в Соединенные куда Штаты угодно. там и так далее. Проедали эти там бабки, короче. А вражки потом, если возвращались, подавались на какое-нибудь Банкротство. банкротство, там еще какую-нибудь чушь. При этом они еще делали такую же схему там в США, короче, понял? Там набирали где-то до 50, говорят, тысяч долларов. Ну, в свое время там в американских банках можно было вообще в легкую получить. И правда, там есть такая система, что ты кредитные карты, по-моему, там нету такой возможности снять с кредитной карты бабки. Почему? Ну, там то ли провизия большая, то ли что ли. И они что делали, короче? Продавали просто эту карту специальным людишкам, короче, за полцены. То есть, допустим, там 50 тысяч, а тебе 25 дают. И этот хрен вот с этой картой, короче, просто осуществлял какие-то покупки каких-то товаров, короче, понимаешь? А что здорово? Ты берешь карту, на которой 50 тысяч, допустим, долларов лежит, ну, условно, 10 тысяч долларов. А отдаешь пятерку, короче, тот пятерку наликом берет, это его уже денежки. А то, что тот сделает с этой картой, непонятно, короче. И такие вот были персонажи, ну, то есть одновременно они отмывали денежные средства, полученные незаконным путем за счет продажи наркотиков, короче. И эта схема действует до сих пор. Да все действует. И этот хрен там бежит в американскую службу ИДИ, миграционную, да, сдается, его еще за счет американских налогоплательщиков выпинывают, короче. И там тоже показывали какой-то тикток какого-то персонажа, короче, из Латинской Америки. И он там набрал что-то на 500 или на 600 тысяч долларов кредитов, там всех прочих, короче. И его когда депортировали, и он говорит, что, ну, а как мне, типа, вот эти, ну, то есть, кто кредит этот будет? Как я буду отдавать, типа, короче. Ну, то есть, а он на эти деньги там домишко купил себе, там расстроился, короче, понял этих. А там жизнь-то тоже замечательная. Ну, хреново, когда денег у тебя нет в Латинской Америке жить. Но там частная собственность. Там это работает, там все, понимаешь. И возможность там в течение там 50 лет взять, ну, на том, ну, по крайней мере, на траках в свое время за 10 лет можно было $1 миллион заработать. Это вообще без всякой боли, короче. Ну, раньше было так. Возможно, сейчас, правда, я не знаю, как. Напишите, кто с траков, напишите, как там сейчас. Ну, говорят, грузооборот упал. С другой стороны, я понимаю, в Америке, ну, просто это первая экономика мира, и она перегрета, очевидно. И вот эти трамповские всякие там эти тарифные войны и так далее, это просто они борются с потреблением чрезмерным американцев. Слишком Америка много товаров потребляет и слишком мало она производит. Она ничего не производит. Чипы производят, знаешь. Все самые маржинальные товары, которые есть, они производятся в США. Плюс США производят много стали своей собственной, короче. А самые высокотехнологичные. И ну, естественно, самые высокотехнологичные. Плюс продукты. Apple. Производится во Вьетнаме там за $100, короче, а продается за 1000. Да, это сборка. А понимаешь? Производится она в Соединенных Штатах. Ну, по крайней мере, вот, допустим, в тех же Samsung, вот я стримлю через Samsung, 7 ключевых чипов производится в США.
США еще добывает очень много золота, например, Нефть, нефти. газ. То есть понятно, что экономика стабильная, с другой стороны, понятно, что вот эти вот чрезвычайные, так скажем, траты, они же тоже сильно очень ложатся на банковскую систему. Потому что, ну вот, сейчас же такое поколение новое, да, у них есть какая-то болезнь, они не могут остановиться тратить, короче, да. За счет этого растет кредитная закабаленность там, да, они один кредит берут, чтобы другой погасить Да, там и так закрыли далее, планы, а потом там просто сбомжевываются, эти кредиты, понятно, списываются и так далее, но в целом ситуация, вот сколько молодых бомжей, например, в США, да, вот если пройти по этим, ну, там же сейчас такая даже в США есть тема, что снимать начинают вот эти боксы такие, где хранятся вещи. Не, это И там давно, живут. это всю жизнь было. Всю гараж. жизнь было? Да. Гараж. Ну. Даже я ходил, приходим. Расскажи, как ты в Америке жил. Была объява, что типа гаражи будут открывать. Пойдем, Мгм. ты записался, там заказываешь. И там, значит, так, вот я беру гараж. Все, что в этом гараже, Ну, твое. Ну. да, все. За $10 можно купить. Да. Нет, так там люди находили, открыл гараж один там такой хлам в гараже был, он стал, вытащил все оттуда, перебирал, хуяк, $200 000. Все это его. А гаражи эти, почему выплывают? Гараж это типа как место хранения. Ну, конечно, американцы же очень часто переезжают. Да, они туда Плюс- сложили свои вещи, а потом сказали, да ну их нахер. То есть, Да, и оно там но... отбыло, например, полгода, и все, гараж открывается, и вещи выносятся людям. Ну, если не платят, короче, ну. А там такие условия, я это знаю, короче. Там я подписан был на несколько каналов, там есть тоже вот эти бывшие там эти всякие там Советского Союза, которые мигранты, они вот этим делом занимаются. Они просто занимаются перепродажей, то, что там находят, короче. Там ездят по Флориде, там дербанят там и так далее. Классные вещи там попадают. Не, ну конечно, там, допустим, оружие находят, там Да там американцы всё, же в что огромном угодно харе. находят. Потом ситуация Антиквар. такая, что, допустим, жили людишки, умерли, родственников нет, или родственники найдены, ну тоже богатенькие, короче, понял? Им там, что там у этого было, там непонятно. Фирма приезжает, да, все это сгружает на склад, все имущество, выгребает все, что есть, короче. На склад запихивают, и частенько оказывается, что там, ну, довольно и брендовые вещи, и дорогие, и там и пятое, и Мы десятое. поехали раз. по Серега гараж- рассказывает. По гараж-сейлу поехали в выходной день. Ну, Гараж-сейл, знаешь, что такое? ну распродажа гаражная. Да, вдоль улицы там все выносят свое Барахло, ну. продают, отдают, выходят там новые вещи. И мы подъехали к одному домику, заходим, и смотрю, и домик такой какой-то антикварный весь. И там начальник этой общины, кто в этом райончике жил, говорит, вот хозяева умерли, никого родственников нет. И вот наша, это как, комитет наш, Ну. все это дело распродает, и домик все. Я там взял антикварный телевизор за $10 и скрипочку. Тоже, по-моему, что-то такое. А потом, если ты скрипочкой пошел оценить ее, мне говорят, ты не вчера где ты взял скрипку? Ну, ты не украл, или что? Он на гараж сейл взял на 32-й улице. Вот. Ну, скрипка ценная. Сколько? Но она Не томи. малоразмерная. Ну. Вот я взял за $10, в магазин я ее отдал за 1500, а магазин ее выставил на продажу за 8. Вот ты продешевил, короче. Вот Да, человек ну, не она- знает, что она такое надо Амазон. было. Не знает, что такое Амазон, короче. Я взял телевизор, поставил. Профукал скрипку Страдивари, короче, а по советской традиции взял какой-то там из 70-х годов телевизор, Да короче. даже если, ну, телевизор еще Да я, телевизор. есть такой хрен, короче, там в Америку переехал, какая-то еврейская семья, короче, по еврейской линии. Ну и они не ступили, короче, в Вене, видимо, им предлагали куда ехать, и они в Америку поехали. И оказалось, что у них сначала выехали их родители, а он уже, ну, староватый, короче. И потом, видимо, накопили денег, короче, там же это по еврейской линии, там же нужно было заплатить деньги за учебу в МГУ, там все прочее, они все это распродавали, свое там имущество там и так далее. Ну, и в итоге они выехали, попали в США, и они говорят, вот с семьей прогуливались, и обнаружили на помойке, вот, ну, как выносят там, значит, телевизор, типа, короче.
еще там какое-то барахло. И он говорит, вот как советский, он этот телевизор цепанул, притащил в этот, домой они там донесли вместе с женой. Включили, так оказалось еще, что он рабочий, короче. Для них это был просто культурный шок. Да я также взял за $10 телевизор, он такой, знаешь, как шкаф, как комод, бля. Красивый, резной весь. Мне его там, где я на гараже его брал, он включил, говорит, смотри, работает. Давайте возьмем. Он Вот видите, будет, как мебель советские люди, короче. Не, я говорю, это у нас будет как мебель в доме. Мы его взяли. Ну вот. Потом, когда из дома уходили, оставили. Так что, буряты, занимайтесь там этими гаражными сейлами, потому что, ну... Не, я думаю, вот смотри, вот ты приезжаешь в США, например, да, где-то снимаешь жилье, ну там понятно, что оно меблированное, там все прочее, а иногда бывает, что и не меблированное. Не всегда меблированное. Ну, меблированное дороже, мне кажется, снимать, короче. Нет? Разницы нет? Я снимал и меблированное, и не меблированное, цена была одинаковая. Просто я брал не меблированное, потому что меблированное хер его знает, так кто спал. А я также пошел на гараж сейл. У меня товарищ, он у меня работал, он на гараж сейл взял полностью набор кожаной мебели. Ну. И мы приходим, мужик отдает все, по-моему, я не буду врать, 50 или $70. Там диван, кожаный. Ну, фишка такая, чтобы вывезли просто-напросто, тупо. Потому что ему, если это дело утилизировать, это дорого получается. Представляешь? Одно кресло типа как массажное большое. Я говорю, вчера в магазин за это пойдешь, что это будет червонец стоит. Ну, я понимаю, короче. И поэтому пользуйтесь этим лайфхаком, гаражными сейлами, там, этими, там, и так далее. Ну. Потому что, а некоторые, знаешь, ну, у нас дурачки все равно, вот буряты даже в США, я говорю, вот, там был такой случай, я говорю, ну, когда коронавирус случился, я там с одним блогером там в США переписываюсь и говорю, ну, говорю, съезди, покажи там этим нашим дуракам, какие продукты питания там дают и все прочее на этих, как они называются-то вот эти? Не фудкорты, а как-то по-другому, фудстемпы или как-то. Нет, там по-разному. Ну, короче, вот эта штука. Да. И она съездила, и она говорит, набили полностью ей багажник. Да ты подъезжаешь туда, ты ее камрюхи, короче, понял? Багажник открыл. Набили полностью. Ну, вы знаете, мои зрители-то, они знают, короче. Набили полностью, и она говорит, а что же я, когда приехала, жила там в каком-то хреновом районе негритянском. Ходила там, в магазин. Да, ходила в эти, пока не купила машину, ходила в эти дорогие магазины, затарилась. Почему же я не знала и не пользовалась такой возможностью? Ну, понимаешь, сколько ты денег просто тупо экономишь за счет того, что это... не рекламируется. Просто ты едешь, вот еду я по дороге, написано, такой здоровый баннер висит. Через 100 метров направо вот фудкорт. Заезжаешь, даже с машины не выходишь. Да. Багажник открыл, тебя просто вывалили туда кучу. Кто хочет, тот говорит, не вываливайте, я выберу себе, что мне надо. А так тебя вывалили, ты домой приезжаешь. Ну вот, и она показывала, мясо, короче. И рыба, и там эти спрашивают, вы это хотите, то хотите. Она говорит, да, и набили, короче, и так далее. Я говорю, этим надо пользоваться. Так, не надо вот это там и так далее, конечно. А как иначе пропадут продукты? Ну, естественно, то есть, даже вот с экологических точек зрения, понимаешь? И вот единственное, что в Польше там, здесь есть, конечно, такая проблема о том, что это немножко не, видишь, законов нету. Просто это для богатых стран, типа Франции, Германии, там есть, там вот есть такой тафель, короче, я думал, тафель это просто... Ну, какое-то название. Оказывается, это фамилия тетки, которая организовала по всей стране вот эти тафели. То есть они там даже продавили, по-моему, закон, согласно которому вот за неделю до истечения срока, если товар не продается, всегда такого товара до хрена. Это по всему мире-то. Да, и они вот в эти тафели сдают, короче, и все нуждающиеся, все, кто ходит, за символическое вознаграждение в 5 или 10 евро, короче, получают на неделю продукты питания. В Соединенных Штатах, эти тафели, там не только продукты, которые там осталось там неделя до конца срока. И что, тебе дают мясо, рыбу? Какой там конец срока? Продукты, просто затаренность такая в магазине мясом, например, что вот это мясо уже 2 дня. Не, ну а там же, понимаешь, есть математические модели, например, да, то есть грамматура не та, например, по мясу. Может быть,
принципе, это мясо там в этом регионе не потребляют, короче. То есть завезли пробно партию, короче, да. Ну, там привыкли, например, есть только стейки говяжьи, да, а привезли какие-то другие части мяса, а они уже не продаются, короче. Естественно, их сбывают. И надо учитывать, что в США, что это вообще, в принципе, США, это родина консервантов. Это родина вообще всего, что можно консервировать. Это они в период перепроизводства и так далее, в период вот этого фронтира, который у них существовало, они это все разрабатывали. Консервы эти всякие, рецепты этих консервов, там огромное количество продуктов питания консервируется там и так далее. Это там все придумано. Но они там не едят, позвольте, замороженного мяса, короче. Вот ты не придешь... его там не продается. Да, вот в том-то и дело, что можно где-то найти, где-то в мексиканском магазине. Специальное там замороженное для, ну знаешь, там экстра заморозками, ну 40. Это для того, чтобы где-то в ресторанах хранить там и так далее. Да. Но никто разморозку, там курицу мороженую там и так далее, говорят, сложно найти абсолютно. То есть там все свежее, то есть его забили, и в течение 3 суток после того, как забили, оно лежит, короче. А потом его убирают, что не продалось, короче. Поэтому тут вот важно понимать, что многие просто не понимают это у нас в России, там так далее, что такое вот это. Здесь то же самое в Польше, кстати. Здесь, кстати, я не заметил, чтобы в магазинах в обыкновенных продавалось какое-то мороженое мясо. Я бы с удовольствием купил какой-нибудь мороженый говядины, например, или мороженых там каких-то других вещей, например, да, но не могу, здесь надо куда-то на рынок идти или там какие-то специализированные магазины купить, например, говяжью печень. И я спрашиваю одного, я говорю, у вас говяжья печень есть? А он говорит, я в жизни говяжьей печени не ел. Ел только свиную печень. Кстати, свиная печень у нас поганая. Ну я не знаю, но я один раз... Там это как раз печень для здоровья. Я один раз пробовал в таком ресторанчике, короче, где пиво подают. Ну, пиво и плюс свиную они там печень готовят. Ну да, они свиную печень. Ну нормально, она такая же по вкусу, как... Не, они там как-то вымачивают, что-то делают, короче, там и так далее. Но я не охотник, то есть я еще... Не, у нас вообще в Бурятии свиную печень, я не знаю, кто ел, короче, но даже вот те, которые чушек держали, они свиную печень не употребляют в пищу. Собака там, кошка, ну что-то такое, короче, может там ее как на этот, для рыболовки, там на сама, короче, что-то такое используется, короче. Но я вот насколько помню, даже русские у нас не ели вот эту свиную печень, короче, и так далее, да. Иногда даже, я помню, короче, мне кто-то говорил, что и говяжью даже печень не едят. Нет, говяжья печень. А вот конская печень очень неплохая, кстати. Конская? Конская. А, не, ну ты что? Или лося. Ну, это понятно, это. Но я бы тоже не хотел, чтобы там, знаешь, дичи, блядь, что-то там, печень там и так далее. Ее можно, конечно, выварить там хорошо, но мало ли там что. Так, ладно. Что у нас? Вот из Узбекистана нас кто-то смотрит. Напишите, как в ваших странах относятся к Путину. Считают ли его диктатором там и так далее. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Потому что до меня доводят сведения о том, что любят Путина, особенно те, которые в России сидят. И поэтому в этом есть некоторая проблема, но я говорю, с другой стороны, этих людей-то революционно-национально-освободительным движением надо тоже использовать, они же не просто там сидят, это революционная масса наряду вот с этими, со всякими мобилизованными там и так далее. То есть, видишь, они-то очень хитрые же, они хотят поставить вот эти Бастрыкин всякие, там русские общины там и так далее, они хотят поставить диаспоры под свой контроль. Чтобы просто-напросто коррупционная схема, чтобы заносили бабки. Да. И сейчас решили над самой крупной диаспорой, короче, поиздеваться азербайджанской. Но в этом отношении азербайджанцы все прекрасно поняли, короче. Подключили власти Азербайджана. И сейчас, судя по всему, дали сигнал с Кремля с этого, что мы не хотим с Азербайджаном ссориться. Одну секунду перебью. Давай. Один момент. Вот на сегодняшний день, да, война, все херово, все стреляют. Но в Крым очереди
многочасовые и многокилометровые люди с России едут в Крым отдыхать. Так а негде больше Как отдыхать. понять? Не, подожди, А смотри. Краснодарский край? Смотри, ситуация такая, что вообще съездить сидеть на русских. Байкал отдохнуть, короче. Не, эти курорты, кстати, развиваются тоже. Алтай, Байкал, потом там... Вот просто, откровенно говоря, меня спрашивают, Ну, что все там на хотят Байкал, моря. там это. Короче, не знаю, как у других народов, но у бурят нету такого сильного пиетета, там, чтобы на речке, блядь, где-то, чтобы водная, там, где-то вот, обязательно какое-то проводить, короче, да. А вот такие народы, типа, там, татар, тебя, там, значит, эти вот любят обязательно, чтобы речка была, там, какой-нибудь ручеечек. Ну, понимаешь, Понимаю. да. И а что там на этом Байкале делать, я вообще не понимаю. То есть Не, это зря. приехать Байкал настолько напиться, красивый. короче, приехать там, ну, то есть какой вид отдыха? Я все время привык к отдыху рекреационному. Это должен быть санаторий-профилакторий. Я, к своему стыду признаться, всего 2 раза был в пионерлагере, и то был вместе с секцией УШУ, которую в свое время организовал этот депутат Хурала Игорь Марковец, короче. Ну, он тогда, в общем-то, 90-е годы был не настолько одиозной пропутинской личностью, а тогда был начинающим молодым тренером, и довольно большое количество людей вышло вот из этой секции УШУ. Со многими я познакомился там как раз. Ну, хорошие люди там, все прочее, это понятно. Но потом где-то уже ближе к середине 2000-х я понял, что оно больше похоже на секту. И там Марковец стал типа гуру там и так далее. И вот только тогда я был. А так это чисто санаторий, профилакторий. Но они их всех разрушили, ты понимаешь? Кстати, очень хорошая. И вот была эта система. санаторно-профилакторная система, она была очень хорошая в совке. И вот единственное, чтобы они могли возродить и так далее сделать, ну, они хотят гостинка, чтобы опять пьянка, гулянка и так далее. А в Бурятии, в Алтае там и так далее нужно санаторно-профилакторное лечение проводить, понимаешь? Любые там вот эти всякие псевдо, значит, там, ну, какие-то, знаешь, эти психов там, душ Шарко там, значит, какие-то там такие эти аттракционы, короче, по лечению там такой хрень уводит по тебе, там Да, ток там проскакивает там и так далее. Ну, Ну, то есть вот так вот что-то такого, да, типа, или там фитнес, короче, чтобы они там голодание какое-нибудь лечебное там и так далее. А вот эта система, когда просто приехать в гостинки проваляться, да, с all-ином, например, да, это вот что-то для немцев хорошо. Но сейчас, говорят, очень дорогая Турция. Турция стала очень дорогая. И у людишек просто, видимо, ну ты представляешь, сколько семью свозить? Семью свозить в Турцию миллион нужен, короче. Да нахрен столько тратить, короче. На Байкал съездить, согласен. Так что там делать на этом Байкале? Ну, как, Не едьте на Байкал. Там природа почувствует. Зимой тогда. Почему? Ну, лед, походить можно по Байкалу А туда-сюда. так можно сесть на катер и так Ну, ладно, тоже рассказываешь. Так. Мэрген спрашивает, Мэрген спрашивает, вот Алматы, Казахстан пишет, с 22 года к нам зашли русские банки, рестораторы и прочие паразиты, им тут зеленый свет. Видишь как? Ну, это еще и вызвало же, кстати, очень мощную инфляцию в Казахстане, короче. При этом инфляция есть, а зарплата не растет. Я так понимаю. Ну, там Мэрген, конечно, дурацкий вопрос задал. Потому что и Назарбаев, и Такаев это генералы КГБ. Ну, Мэрген предъяву кидает, вот Алматы, Казахстан. А почему вы за 34 года не можете построить демократическую страну? Ну, по-моему, Казахстан, она гораздо более демократическая страна, чем Россия, это, во-первых. А во-вторых... Не, ну, там, ты знаешь, это такой же режим, который будет в Бурятии от Енисея до Амура, друзья мои. Мы с казахами нормально будем жить, поделим границу по Новосибирску, они заберут себе этот Бердск, а мы себе заберем Академгородок с Искитимом, короче. Вот так вот. Ну, формально будет Бурятия от Енисея до Амура, но
потенциал Академгородка, точно так же, как потенциал Красноярска 19, он пойдет в нашу копилку, короче. И ученые из Казахстана, из Таджикистана, из Узбекистана будут работать в наших научных центрах. Академгородок под Новосибирском, Красноярск 19, назовем, я не знаю, Ринчин или Батадалай 19, например, короче, будет нашими, значит, центрами среднего машиностроения, так скажем. Поэтому планы грандиозные, так скажем. А что? Дай Бог, что все это свершится. И, конечно, естественно, свершится, потому что сколько он, бурят, научилась воевать, короче, за это время. И там вот сейчас недавно слезную историю прочитал, что там, ну, там, короче, он не на фронте погиб, а в результате этих, как его, ранений, короче, там, видимо, что-то произошло, не долечили, там какие-то, видимо, осколки не вытащили у мужика, и он в центре города упал. Ну, в обморок упал, короче, и вместо того, чтобы его в больницу везти, там, омбудсменша Жамбалова, дура, потащила его в кабинет писать заявление, короче. Он написал заявление какое-то там, чтобы она работала, короче. Он вышел, опять упал и умер, короче. Ну, время потеряли, то есть была возможность быстро его А у него сердечный доставить. Нет, у него, скорее всего, какая-нибудь проблема с осколками, наверное, была. Или, может быть, еще что-то случилось. Это... Ну, то есть, короче, какая-то вот... а может быть, и инсульт там случился, Нет, может быть, еще... недостаточность. Сердечная недостаточность, Чистая думаешь, да, в чистой воде. Понятно. Ну, то есть, фактически, вот эта омбудсменша Жамбалова, она его убила. Добила, Да, вместо того, чтобы сразу скорую вызвать, вот экстренную, знаешь, вот эти там, которые маленькие такие таблетки летают, короче, что там, надо сразу говорить, когда звонишь 02, всем другим совет. 02, когда звоните, если кто-то упал, весь бледный, как смертно, сердце 100%, или перекосило его и так далее, сразу говорите, подозрение на инсульт, подозрение да на инфаркт. Нет, не надо свои выводы. Надо говорить. Не врач, надо просто говорить. Вышлют, умирает, вышлют тогда. А если умирает, они нахуй не приедут, короче, не приедут. Особенно если пульса нету, они хуй, сдох там, и сдох, хули его реанимировать, короче. И вот говорите там, ну что это, в сознании, там, говорит плохо, там, проблевался, там. Придумайте что-нибудь для того, чтобы послали таблетку. Маленькая такая, скоро Да, приезжает, реанимация, короче. приедет. Они именно, там команда реаниматоров находится, короче. Если что, электроды набросят, кинут там, если что, там проверят сразу. Они забрасывают вас и быстро улетают, потому что если огромная машина, она там в пробках может встать и так далее. А вот эти мелкие, они вот катаются как раз. Поэтому всем совет на будущее, когда 02, 02 или 03 звоните, короче, всем говорить, что такая ситуация. Если, конечно, там не какое-нибудь другое происшествие, например, там. За любое. Ну. Так. Смотри, со Средней Азии. Да, Алматы, Казахстан пишет. Русские у нас все без исключения пятая колонна. Но, естественно, потому что это же, вы поймите, и Казахстан, и Бурятия в основном колонизировались в советское социалистическое время, в 30-е годы. Под русских строились предприятия, изымались ресурсы, деньги, золото, через организацию Торксин, через поборы, через репрессии местными большевиками, когда вот уничтожались национальные святыни, вот в Бурятии, например, уничтожались дацаны. Почему? Под каждым дацаном было 200 тысяч серебром, золотом подношений, минимум. То есть там толпа бурят съезжалась, каждый там золотишко, серебришко кидали, значит, в общий котел. Понял, да? И оно там лежало. И оно, это как подношение, это вот все храмы, индуистские, буддистские и так далее, они в себе внутри имеют в виде золота или серебра подношения, короче. И вот их уничтожали, на эти деньги потом выкупались в Москве. Предприятия, блядь, везлись в Бурятию в надежде на то, что там, значит, будут буряты пролетариями, короче. А потом туда к ним сверху прислали вот это колонизированное быдло, уже очерненное русским национализмом,
Уже там эти все русские националисты действовали, там они так или иначе всякие литературку читали. И, конечно, они приезжали туда, им говорили, что наша задача не пустить бурят на предприятие. Да. И это было повсеместно. Я там даже читал, короче, отрывок какой-то газеты бурятской, значит, 30-е годы. И там, значит, случился конфликт из-за того, что бурят к ним сел за один стол, типа, поесть. Ну и русские встали и избили этого бурята. То есть социализм строили, короче, а сидеть бурят должен был за отдельным столом, короче, понимаешь? И до сих пор это не выбили с этих работяг на ЛВРЗ и в других местах, короче. И вот у вас то же самое. Ну хорошо, там, понимаешь, казахи начали размножаться, 70-80-е годы, тот же Назарбаев, потому что там пел песню про эту, про проходную там или еще что-то. Ну, у него так карьера пошла, то есть он так коммунистом стал фактически. И казахи вынуждены были тогда подвинуться. И вот этот именно казахский рабочий, он и совершил революцию и стал основой казахской государственности. Именно казахский рабочий, короче. Не крестьянин. А вот у бурят работяг нет. Хотя, благодаря Корее, минимум там 10-15 тысяч, короче, бурят трудятся. В Корее. В Корее. И некоторые попадают тоже на предприятие. Культура вот эта начинает проникать, понимаешь? А в Корее культура очень хорошая. Она там тоже новая. Понятно, что японцы использовали корейцев в виде вот работяг там и так далее. Но пролетарская рабочая культура, она там начала формироваться в период вот этого мощного скачка. Да, культура производства в основном, понимаешь? И есть даже такие программы, вот монгольские, значит, монголы по этим программам работают в разных странах мира. Квота есть такая от ООН там или еще что-то, короче, на предприятиях. И вот на Шкоде до какого-то кризиса, там какой-то кризис, блядь, случился, там работало 300 монголов, короче, на сборке, на цехе. На конвейере. На конвейере. Для того, чтобы монголов просто приучить, приобщать к этому делу, понимаешь? Производственной культуре, ко всему этому. И буряты зря нос воротят, когда не идут вот в эти системы. Ну, понятно, что на заводе в какой-то промежуток времени, там, в 70-е, 80-е годы, там, конечно, платили мало, но всегда профессиональный работяга, сдельщик, он получал много. Всегда много. То есть это 120 рублей для этих, для фуфлыжников, короче, 150 для фуфлыжников. Сдельники всегда 1000 в советское время имели на заводах, которые детали тащили там и так далее. Худо-бедно грамотежка у которых была. И поэтому сейчас, вот обращаясь к молодежи, той же самой, университеты в России низкокачественны, сразу вам говорю. Если вы в Китае где-то, в других местах не получили образование, лучше идите на завод. Если есть, конечно, высокое стремление получить образование, но не идите в чиновники, не надо. Идите лучше на завод, там карьера, хорошая зарплата, профсоюзная борьба. Создайте бурятский профсоюз наконец-то. А то нету даже бурятского профсоюза, который бы правами занимался. Так. Так, 42 человека нас смотрят. Ну ладно, что еще? Есть что-нибудь обсудить, да? Мы решили в прямой эфир выйти, потому что дождь был. Дождь закончился, уже солнце вылезло. Ну, я думаю, что через пару часов будут новости какие-то из Соединенных Штатов. Там что-то Трамп должен был выступить, да? Должен выступить, да, по поводу России. Вот ждем, короче. Не, ну что это скажет, сейчас только, здесь сейчас только 15 часов. Что там? Минус 7. 15 минус 7, там 8 утра. Не, еще часа 4 часов. Не раньше, думаю, что в 11 по американскому времени. Сейчас. Это будет где-то вечер, где-то будет начиная с 6 часов вечера здесь. Ну вот смотри, Радио Свобода, она до сих пор живая, что ли? Ну как? Она не умирала, просто ей не дают работать. Нет, им сократили финансирование. Ну, ты знаешь, они там столько, однако, жиреха накопили. Не думайте, что я тут про Андрея Григорьева говорю. Да, зачем ты? Не, я говорю про то, что у них очень
Да, у них финансирование было огромное финансирование было. миллиарды долларов. И поэтому, конечно, они там года два могут работать и без финансирования. Пишет Жигалкин некий, США отворачиваются от России, почему Трамп резко критикует Путина. Нет, Что стоит за резкими репликами Дональда Трампа в адрес Путина? Терпение Трампа истекло, чего ждать Кремлю от Белого дома? Не, я на это не обращаю внимания, потому что у Трампа он сегодня сказал так, через час сказал эдак, а те, кто все это дело вот разносит, размножают и распространяют, сначала надо результат увидеть, а потом уже делать это. А что говорить про Трампа, мы не знаем. А Трамп что придет и скажет, да Путин, он же говорит, даже Путин плохой, но он говорит очень умный и очень хороший человек. Понимаешь? Как понимать? Вот какой-то некий Аксиос узнал содержание важного заявления Трампа о России. Сенатор Грэм анонсировал очень агрессивное выступление Трампа о России. Ну вот будем смотреть. Президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который будет включать поставки наступательного вооружения, дорогие друзья. Есть основания полагать, что это будет объявлено на передаче дальнобойных ракет, рассказали источники издания, а они не в курсе окончательного решения. Заявление Трампа, которое сделано в понедельник, будет очень агрессивным, сказал сенатор Линдси Грэм. Давайте не будем заранее сейчас предвкушать. А что? Ну зачем? Мы в 6 часов вечера включим и посмотрим. И будет уже четко. Ясно, что Трамп скажет и что сделает. Ну, вообще, на самом деле, я там от лица Бурятского республиканского центра опубликовал на странице в социальной сети Труф, правда, трамповская. Я написал: друзья мои, финансируйте национальное освободительное движение. Все ресурсы, которые вы в ваших всех американских, в том числе неправительственных и государственных источников, вы должны направить на наше финансирование. И мы предлагаем следующий план. Бурятия от Енисея до Амура и 5 баз американских на территории, вот на всей этой территории. Полностью передача контроля всех, значит, по линии среднего машиностроения, всех предприятий под американский контроль и под американскую даже собственность. Вот так. Ну, чтобы мы гарантируем о том, что мы не собираемся, ну, это фактически даже в собственность можем передать. Зачем нам содержать вот эти бесконечные, значит, затратные предприятия, да, которые просто-напросто, ну, нам не нужны, потому что, ну, я понимаю, там, я как-то просто просчитал там определенную схему. Помнишь, там была авария на Саяно-Шушенской ГЭС? Да, там что-то вышибло, там, короче, там турбина убила, там, короче, народу, там, 5-10. Ну, это понятно, это была халатность, там, ее там списали на то, что там какую-то программу новую применили, да, она не так сработала, там, 5-10, короче. Это все чушь. Там, скорее всего, просто была задача увеличить производство, выработку электроэнергии, потому что внезапно, я там просто за одним человечком наблюдал, который с Красноярска 19 происходит. Очень специфические, кстати, люди там работают, ученые оттуда особенно. И вот вдруг внезапно их засекретили. В году 12-13. Ну, то есть он перестал публиковаться в этих журналах российских. Научных. Я думаю, что-то странное. А они там снова возобновили, по-видимому, обогащение урана и получение плутония. В обход там каких-то соглашений с американцами, там 5-10, короче, понимаешь? То есть это был просто сигнал, и, по-видимому, вот эта вот, ну, авария, она как бы была не вызвано тем, что там они что-то внедряли, там неправильно внедрили, там или какая-то диверсия, там 5-10. Нет, это была задача у них постараться на том же старом говёном оборудовании начать вырабатывать больше электроэнергии, которая полностью, более чем полностью в свое время шла на
нужды вот этого города Красноярск-19. Но, видишь, Путин почему, собственно, еще вот эту систему ГЛРО-то, при нем же только достроили. То, что вот Ленин объявил, достроили при Путине. Для кого-то же это тоже знаковое событие. И они теперь вот эти все мощности, они могут перебрасывать, короче, которые на каскаде там Ангарских ГЭС, там, короче, которые там на Енисее где-то, там на этих вот всяких речушках там стоят. И они могут это все дело перебрасывать конкретно там и в центральную Россию, и в другие там части, значит, проблем нет. Ну, естественно, вот эти вот все инфраструктурные проекты, которые потом привели к там затоплению каких-то городков там на Амуре и так далее. Вот Сунгаре, там по Сунгаре, там их 2 или 3 сейчас электростанции мощные выработали. Они же полностью эту электроэнергию гонят в Китай. Там просто производственных мощностей нет, куда бы эта электроэнергия уходила. С другой стороны, это получается, ну, там же это не так, как взял энергию, упаковал в какую-нибудь батарею, перевез там и так далее. Это же система, это схема определенная. То есть они там каким-то образом же эту электроэнергию плюс-минус закон Ома-то никто не отменял, короче. То есть мощность она может пропадать, но 2 провода, один туда, другой туда. Понимаешь, то есть тут как бы система, то есть тут и Китай тоже зависит. Получается, то есть, ну, им выгодно покупать очень дешевую электроэнергию, например, практически бесплатную, если по китайским тарифам посмотреть. Ну, с другой стороны, это обеспечивает, когда там какие-нибудь сибирские, там, русские ваши вот эти вот революционеры говорят о том, что там Китай что-то там захватывает, зачем ему захватывать, уже так все есть. И лес идет, гарантированные поставки. И вода идет, там, бутилированная, которую сами китайцы делают. И электроэнергия катят. И газ пойдет там, короче. Ну, то есть, ситуация такая, что... А с другой стороны, Китай, это видишь, они же тоже не дураки сидеть на вот этой старой игле. Они же к 25-му году, вот к нынешнему году, это я 10 лет назад еще читал, была принята программа КПК по массовой, просто тотальнейшей разработке переходу на альтернативные источники энергии. Так они вот сейчас все это... И они такое огромное количество статей и исследований выбросили на эту тему, что я более чем уверен, что к 25-му году они добились того, что там 10 или 15% электроэнергии вырабатывается с помощью альтернативных источников. Ну там просто блестящие огромные статьи китайских ученых, например, по солнечной энергетике. Они добились, значит, эффективности конверсии солнечного света до 45%. То есть, если вот то, что в космос летало в 91 году, эти кремниевые просто панели, они 3% только солнечного света конвертирует в электроэнергию. То теперь вот эти вот, ну это понятно, что разработки, так скажем, научные еще, то есть их технически еще, может быть, даже и не вывели, но уже до 45 доходит. И я был когда в Чанчуне, я удивился, насколько там горячая вода, короче, понял? Ну, то есть лето, я думаю, что где-то греют, а потом начал спрашивать, а оказывается, просто стоят солнечные коллекторы на крышах домов. Там стоит специальный под давлением бочонок, в котором там производится пар, этот пар там конденсируется, все прочее, короче, смешивается с холодной водой и поступает в горячее снабжение. Я говорю, так это же прекрасно. У нас в Бурятии, например, при таком обилии солнца мы можем делать прозрачные крыши даже зимой. Этот коллектор будет прекрасно акцептировать огромное количество. Когда вот некоторые говорят, ой, сейчас Бурятия независимая будет, там закроют эту ТЭЦ, да ТЭЦ вот эту, которая ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, да, она единственная там вообще по всем этим. Она с 30-х годов там, немцы ее строили, короче, откуда-то привезли, там говорят, кто там работал, говорит, там вот в ладонь, значит, щели, короче, этот котел, который раньше работал на производство пара, значит, для турбины. Сейчас она просто не генерирует электроэнергию, она работает только чисто на отопление. Да. И это мощнейшее мошенничество, потому что они в тех схемах
используют, как будто бы они газ пропустили через пар через турбину, там получили электроэнергию, 5-10, короче. Ну, то есть дурят. И население за вот это платит какие-то сверх там просто суммы. То есть у нас, если, допустим, в Иркутской области, там, допустим, условно, в месяц водоснабжение и горячая вода где-то может по 800 или 700 рублей стоит, Бурятия там 1200-1300, короче. Ну, то есть тупо мошенничество и обман. И поэтому вот в той же Германии, например, у них же тоже была такая социалистическая система, где в одной там топке все топили, короче, и они там активно внедрили вот эту систему с солнечными панелями плюс солнечными коллекторами. А у Бурятии сам Бог послал солнечные коллекторы использовать, но нет госзадания, чтобы наши ученые, я в защиту ученых бурятских говорю, нету госзадания, чтобы использовать солнечные коллекторы там и все прочее. Вот китайцы это все дело внедрили еще тогда, когда я был в 2017 году, это уже было внедрено. Я думаю, что с середины 2000-х годов. А сейчас-то Китай, особенно южная его часть, они будут производить там огромное количество. Можете каждый чатом GPT воспользоваться и просто проверить, сказать вопрос, а сколько гигаватт энергии там солнечной падает на тот же Казахстан, например. Или на ту же Бурятию, например. Расчеты эти все есть. Ученые над этим работали, там, датчики ставили, проверяли там, короче. У нас же неспроста там в Бурятии несколько поддерживающих так называемых электростанций. Кстати, очень смешной инновационный какой-то фонд этим занимался, где там сидел сынок или внучок Бурбулеса, сидела внучка какого-то академика Борецкого, там еще какие-то персонажи. Я так еще удивился, думаю, что за контора. Где организация эта инвестиционная зарегистрирована? В Вене, друзья мои, не более, не менее, короче. То есть на европейские денежки европейские инвесторы скинулись, как будто бы, короче, понимаешь, они закупили вот эти огромные там панели эти электрические, солнечные, установили в Бурятию, короче, и они работают, вот свет падает, и она в сеть подает через определенные трансформаторы, в сеть электроэнергии. Типа она поддерживает напряжение на каком-то вот промежутке, где нет электростанций, где генерирующих нет, и вот они такие поля типа поставили. Ну и с преимуществом, что наняли там 2-3 мойщика окон, короче, и те грязными тряпками ходят, периодически эти панели, значит, моют. Так что у нас проблем с этим не будет, короче. В конце концов, огромное количество леса и угля. На переходный период хватит, короче. А потом мы купим панели солнечные каждого, значит, бурятского человечка и не бурятского человечка. Заставим эти панели установить за свой собственный счет. И будет у него автономный дом с автономным электро- и теплоснабжением. И проблем не будет. И заживем, как в Германии. Так. Ну что, есть еще что добавить? Да, я думаю, нормально поговорили. Ладно, Серега уже устал, короче, еле язык ворочает. Ладно, дорогие друзья, я обещал когда-то, что длинные эфиры не буду, максимум час, короче, потому что Нет, да, достаточно. там Очень хорошо. 2, 3, 7 часов это тяжело. Так, ну анонс будет в среду, наверное, тоже проведем какой-то эфирчик по тому, что Трамп сегодня скажет обязательно. Постараемся, по крайней мере, провести. Так что, дорогие друзья, с вами прощаюсь. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Вступайте в нашу партию. Самую лучшую партию бурятскую. Партия бурятского возрождения. Вступайте. Я все обещаю на русском языке сделать, значит, для вступления, короче. У меня на бурятском она есть. Но буряты потеряли бурятский язык, слабо понимают, короче. Так что жалуются, говорят. Программа типа у тебя есть на бурятском языке? Ты сначала вступи, а потом будет программа, короче. Вступайте в нашу партию. Бурятия для бурят. Бурятам бурятская власть. Бурятия от Енисея до Амура. Если согласны с 3 этими тезисами, вы наш человек.
Всем пока и до новых встреч. Встретимся в среду.